Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья и гости Абхазии. В первую очередь хочу выразить слова благодарности организаторам и участникам форума «Апсны. Страна души». Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики нашей республики, поэтому считаю очень важным проведение таких мероприятий. Абхазия славится своим гостеприимством, мы рады общению, новым знакомствам, открыты для конструктивного сотрудничества. Уверен, что на полях форума будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы. Основной задачей считаю выработку комплексных мер и современных подходов к повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы. Не менее важным является обеспечение безопасности наших гостей. В этой связи Министерством внутренних дел предпринимаются все необходимые меры, личный состав переведен на усиленный режим работы. Как известно, распространение коронавирусной инфекции не обошло стороной и нас. В прошлом году туристический сезон был существенно сокращен. Фактически он начался только 1 августа, что, безусловно, негативно отразилось на экономических показателях. Однако при тесном взаимодействии с коллегами из Российской Федерации мы сумели выстроить эффективную систему борьбы с этой болезнью. Ко всем участникам экономической деятельности применяются повышенные санитарно-эпидемиологические требования. Важно помнить, что соблюдение этих требований является основной преградой к распространению коронавирусной инфекции. Абхазия обладает большим потенциалом в части развития транспортной инфраструктуры. Считаю необходимым сообщить вам, что осуществляется активное взаимодействие с соответствующими структурами Российской Федерации, связанные с восстановлением Сухумского аэропорта. Ведется работа организационного характера с высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы. Особенное внимание руководства Абхазии уделяет созданию благоприятных условий для инвестиций в туристический сектор экономики. Дорога для бизнеса открыта и уже наработан определенный положительный опыт. Считаю, что органы исполнительной и законодательной власти способны обеспечить предпринимателей защитой и различными преференциями с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. Надеюсь, что форум пройдет успешно, а его проведение в Абхазии станет традицией. Атырску Апсны Ахунткара Ахада, Атырску Аслан Георгий Па Бжания. Уважаемый господин президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания, уважаемый господин министр Темураз Владимирович Хижба, для меня большая честь выступить на форуме, целью которого является обсуждение проблем, перспектив развития туристической отрасли Абхазии. Не секрет, что прием отдыхающих является одним из краеугольных камней абхазской экономики. При этом данная сфера после восстановления независимости республики в 1993 году столкнулась со значительными трудностями. В первую очередь следует упомянуть урон, который был нанесен известный на весь Советский Союз курортной инфраструктуре Абхазии в результате варварской грузинской агрессии. Пострадали не только гостиницы и дома отдыха, но и прекрасный аэропорт в Бабушарах, который, как сказал уважаемый господин президент, только что планируется восстановить в ближайшие годы, и мы со стороны России предпримем к этому максимум усилий, а также была разрушена железная дорога. Признание независимости Абхазии со стороны России в 2008 году сделало обстановку в регионе более предсказуемой. Российская финансовая помощь помогла решить ряд инфраструктурных проблем. Начался приток инвестиций, за счет которых были построены новые или отремонтированы имеющиеся объекты, причем не только гостиницы.
Из последних примеров хотел бы упомянуть восстановленную на средства российской инвестиционной программы знаменитую Гагарскую колоннаду или асфальтовую трассу в Каманский храм. Завершается строительство большого коттеджного комплекса в селе Тамыш. Все эти шаги способствуют увеличению туристического потока в Республику Абхазия, прежде всего из России. Многие граждане моей страны заново открыли для себя страну души Апсны, ее прекрасную природу и древние памятники. В прошлом году эта позитивная тенденция едва не была подорвана пандемией коронавируса. В результате ограничений временных на пересечение границы между нашими государствами туристическая отрасль Абхазии понесла заметные убытки. Однако после снятия карантина путешественники из России вновь стали прибывать в республику. В текущем году в связи с закрытием других традиционных туристических направлений абхазские пляжи, уверен, не будут пустовать. И, кстати, статистика за 10-дневный праздничный перерыв майских праздников в этом году наглядно это показала. Я прочитал буквально вчера, что отели, гостиницы, дома отдыха Абхазии были заполнены на 80%, и это отрадно. Смею вас заверить, что в посольстве понимают всю важность бесперебойного сообщения России и Абхазии и всеми силами отстаивают перед российскими органами власти необходимость особого подхода к республике при введении тех или иных санитарных мер в отношении иностранных государств. Несмотря на заметное влияние на развитие туризма в Абхазии внешних факторов, хочу также подчеркнуть, что будущее этой сферы зависит прежде всего от усилий самих жителей и властей вашей прекрасной республики. В этом контексте хотел бы позволить упомянуть о некоторых проблемных, на взгляд посольства, моментах. Во-первых, необходимо, на наш взгляд, создать эффективный механизм защиты иностранных инвестиций, без которых, если реально смотреть на вещи, не удастся обеспечить полноценную работу многочисленных здравниц и санаториев, как оставшихся в Абхазии еще с советских времен, так и построенных в последние годы. К сожалению, сигналы о посягательстве на собственность российских инвесторов и на недобросовестном поведении некоторых абхазских партнеров продолжают поступать в посольство. Как один из вариантов решения этой проблемы, на наш взгляд, стоит прислушаться к мнению авторитетных в Абхазии экспертов, к примеру, из некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма», предлагающих на законодательном уровне закрепить в качестве гарантии инвесторам форму государственно-частного партнерства. Известно, что данная форма апробирована во многих государствах, в том числе имеющих развитую туристическую инфраструктуру. Именно государство своим авторитетом и прямой заинтересованностью в притоке денежных средств должно стать опорным плечом предпринимателям, поддержать и защитить их от произвола и криминала. Во-вторых, полагаем важным вывести на новый уровень обеспечения безопасности иностранных туристов. К сожалению, у многих на слуху до сих пор не завершенный процесс по делу о жестоком изнасиловании россиянки по имени Арина в 2019 году. Считаем вынесенное преступнику наказание слишком мягким. На днях на мое имя поступило обращение от российской семьи, которая столкнулась с неадекватным и агрессивным поведением некоего так называемого хранителя Бзыбского храма, который расположен в самом начале Рицинского ущелья. К сожалению, прибывшие на место инцидента сотрудники МВД Абхазии в данной ситуации, несмотря, так сказать, на заметный рост авторитета этого министерства в последнее время, проявили в данной ситуации себя достаточно пассивно. Знаю, что мои соотечественники не всегда понимают тонкости абхазской культуры и менталитета, и посольство принимает соответствующие меры в этой связи. Однако считаем, что и принимающая сторона должна демонстрировать постоянно должную готовность защищать интересы своих гостей. К сожалению, подобные инциденты получают резонанс в России и негативно влияют иногда на имидж республики. Безусловно, как это отметил уважаемый Аслан Георгиевич, безопасность, качество сферы услуг, гарантии туристов – это краеугольные камни успеха сферы туризма в Республике Абхазия. Прошу не судить меня строго за некоторую критику, прозвучавшую сегодня. Думаю, что мой трехлетний опыт пребывания в Абхазии позволяет высказывать подобные суждения. Они продиктованы искренним желанием помочь устранению имеющихся недостатков. В любом случае, туристская сфера экономики Республики Абхазия остается надежной опорой и двигателем для развития других отраслей, повышения налоговых отчислений в бюджет страны и укрепления благосостояния всех граждан республики. Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия со своей стороны предпринимает и намерено впредь предпринимать максимум усилий для содействия как всей экономике республики в целом, так и в частности дальнейшему успешному продвижению сферы туризма. Благодарю вас за внимание.
Dara Itabu. Hatırızku asısçam. Jularjarapi aturist forum absentula üniski üyejega ausura hatırgo. A forum хопкасиаму ахынтқаррапи, ауаажәларратәи аилазаарақәа рылшарқәа, аԥышәа аимдараз еиуеиԥшым аинститутқәа рхархәара, аиҿцәажәарақәа рышьақәыргылара, асервис аҩаӡареи атуризм аганахьала ашарҭадареи рышьҭыхра. Иара убасуа ихықәқәа иреиуоуп Аԥсни Урыстәылеи ртуристтә лшарақәа рырҿиареи, ҳаамҭазтәи ацифратә аинформациатехнологиақәа раларҵәареи. Ҳаҭырызқәа еизаз, уажәы ажәа имоуп афорум сыцымҩаԥызго Урыстәыла жәлар рартист Владимир Березин. Господин президент, ваше превосходительство, господин посол, дорогие друзья, уважаемые коллеги, добрый день. Я еще не знаю абхазского языка, но моя коллега так красиво, так искренне и от души произнесла свою эту часть своей работы, что, мне кажется, я душой и почувствовал. Я почувствовал то, о чем там говорилось, то, о чем не было сказано, но то, что живет в душах и сердцах каждого из нас, кто находится в этом зале в качестве гостей, в качестве хозяев, кто принимает нас, и то, что нам близко и дорого прежде всего, всем. И моим коллегам, которые приехали, чтобы увидеть, узнать, услышать, а потом рассказать, наверное, всему миру, а уж России-то точно, еще раз рассказать о том, как же здесь, в Абхазии, хорошо. В прошлом году мы с коллегами снимали телевизионную программу про Абхазию. Мы так сюда стремились, мы так ждали этой встречи, и она нас поразила, как всегда Абхазия поражала с тех самых времен, когда курорты союзные были курортами номер один, пусть никто на это не обижается из тех, кто считает по-другому, где было всегда по-особенному хорошо, по-особенному тепло и гостеприимно. Вы знаете, что меня поразило? Президент республики пришел на Брехаловку. Знаете, что это такое? Поаплодируйте, чтобы я долго не рассказывал. Это то самое место, куда все президенты Абхазии всегда приходили для того, чтобы увидеть, услышать то, что актуально и важно в эту минуту. Пришли, сели, кофе попили, поговорили, спросили друг друга, поговорили о том, как бы хорошо открыть аэропорт, морской порт, чтоб так сел и побыстрее. Когда прощались, Аслан Георгиевич говорит: Владимир, возьмите мой телефон прямой. Если что, приедете, ну мало что, позвоните. Это меня обезоружило, это меня так вдохновило, что все эти годы, несмотря на масочный режим, я ждал этого дня. Полагаю, что и в этом я не одинок, потому что в этом образ отношений тех, кто так умеет и любит встречать гостей. Неформально. В Абхазии есть душа, у Абхазии есть традиция с открытой душой встречать всех своих гостей. И к тем регалиям, которые звучат перед представлением каждого из нас, я бы хотел добавить, еще добавляйте, и гость, и друг Абхазии Владимир Березин. С каждым могу поделиться. Вы знаете, как это круто, честное слово. Но спросить мы собрались и завтра для того, чтобы при самом первом вопросе каждому из нас, кто собирается на отдых, куда бы ты хотел поехать, звучали не традиционные страны, в которые россияне привыкли ездить. Я так хочу, и вы, наверное, тоже, чтобы каждый, отвечая на этот вопрос, произносил: я, конечно же, в Абхазию. Потому что так хорошо нигде не может быть. Может быть, даже и критику, которая из уст господина посла прозвучала, потому что это все для того, чтобы было еще лучше. А здесь настоящее
мастера. Прошу вас, поприветствуйте, пожалуйста, тех, кто находится сейчас перед вами. Ну а теперь, возвращаясь к протоколу, имею честь пригласить к микрофону министра туризма Республики Абхазия. Это Теймураз Владимирович Хижба. Господин президент, уважаемый посол, дорогие гости, мы рады принимать у себя столь представительное мероприятие. Абхазия всегда была любимым курортом для миллионов россиян, практически вторым домом. Мы очень рады, что любовь российских туристов к Абхазии не уменьшается. И готовы работать день и ночь для того, чтобы наши гости получали качественные и безопасные услуги. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня в зале присутствуют журналисты 66 регионов России, крупнейшие специалисты в области туризма, в области страхования, общественные и государственные деятели. Мы рады вам, мы ждали вас. Спасибо, что вы здесь. Добро пожаловать в Абхазию, страну души. Приглашаю к микрофону Александра Алексеевича Фидулина. Он ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, председатель экспертного совета Совета Федерации по туризму, Федеральное собрание Российской Федерации. Хотел бы присоединиться к тем словам, которые уже были сказаны, но я хотел бы сказать о том, что несмотря на то, что в России в последнее время приоритетным направлением развития является внутренний туризм, несмотря на это, Абхазия может и должна стать важной частью туристического рынка Российской Федерации. Это у нас очень много общего. Одни и те же проблемы, которые тоже перечислялись. Это состояние инфраструктуры, это качество сервиса. И я думаю, что те круглые столы, которые будут проходить в рамках вот наших сегодня и завтра в рамках наших круглых столов, они помогут двигаться вперед не только Абхазии, но и мы тоже будем учитывать опыт. И я бы хотел вот от себя лично сказать о том, что есть одна вещь, в котором Абхазия существенно опередила Российскую Федерацию. Это слоган «Абхазия – страна души». Вот, к сожалению, у России пока нет ни символа туристического, да, этот вопрос, вот Николай Владимирович сидит, сколько обсуждался, и все никак, так сказать, Россия не может его сотворить и сделать. И нет такого слогана. Этот слоган, он отражает и сущность народа, живущего в республике, и отражает желание этого народа. И это очень и очень здорово. Мы вместе для того, чтобы поучиться друг у друга. Как же это важно, это трудно переоценить. Я попрошу поприветствовать и приглашаю к микрофону генерального директора издательского дома «Аргументы и факты». Это Руслан Юрьевич Новиков. Вы знаете, мы в рамках издательского дома последние лет, наверное, 6 очень серьезно занимаемся вопросами туризма, и недаром именно мы находимся сегодня здесь, на этом форуме. И очень приятно, что вы избегаете одной из тех ошибок, на которые часто как попадают другие. Мы часто, когда говорим про развитие туризма, у нас турпродукт, у нас инфраструктура, мы говорим про инвестиции. Мы совершенно забываем про третью необходимую ногу этого табурета, без которого не может стоять, это продвижение. И не случайно здесь представители 66 регионов России, именно журналистское сообщество приехало, для того, чтобы сформировать собственное мнение о том, что такое Абхазия сегодня. Потому что я, например, в Абхазии не был с детства. И для меня это новое открытие новой страны, нового региона, абсолютно нового туристического потенциала. Мне кажется, что в душе каждого жителя Абхазии есть гостеприимство. Вот оно есть, оно живет в каждой душе. Но я всего 2 дня здесь, и за 2 дня я слышал очень много разговоров о том, как мы боимся цифры прогнозные 1,5 миллиона туристов из России. Не надо бояться туристов из России, не надо бояться цифры в 1,5 миллиона. Это не так много, нас 140 миллионов. И очень хотелось бы, чтобы каждый россиянин побывал здесь, на этой гостеприимной земле. Нужно еще, наверное,
готовиться к тяжелой, но очень достойной и почетной работе, которая ждет вас в этот сезон, когда вы приглашаете нас в гости, нас будет 1,5 миллиона. В следующий сезон, когда мы приедем и расскажем нашим друзьям, родственникам, знакомым о том, как прекрасно в Абхазии, и они поедут к вам. И их будет уже не 1,5 миллиона, их будет 2, 3, 4 и так далее. Поэтому давайте вместе работать, ну и открывать душу тем людям, которые приезжают в Абхазию. Полагаю, что боязнь количества туристов, оно соотносится лишь с возможностью предоставить уровень комфорта. Приглашаю к микрофону Тамилу Валерьевну Мерцхулаву. Торгово-промышленная палата уже не первый год участвует в разных форумах и представляет республику на международных площадках. Тем самым вносит вклад в международное сотрудничество, направленное на защиту интересов нашей страны. С 2013 года Торгово-промышленная палата провела десятки презентаций туристического потенциала нашей страны, организовала пресс-туры в Абхазию, принимала участие в международных туристических выставках в таких странах мира, как Италия, Франция, Германия, Черногория, Китай, Бразилия, Чехия, Турция, Словакия, Венгрия, Российская Федерация, в том числе и во многих регионах России, а также и в других зарубежных странах. Палата на постоянной основе ежегодно участвует в выставках, причем туристических. Многие туристы выбирают курортный отдых, но все же большая часть приезжает в Абхазию с целью ознакомления с ее достопримечательностями. Стремясь удовлетворить спрос во многих направлениях, мы также сталкиваемся и с проблемами. Главное из них – это состояние туристической инфраструктуры, продвижение внутренних направлений и изменение ментальности всей сферы гостеприимства. Нам есть что предложить гостям и туристам ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году многие страны сильно пострадали из-за карантина. В Абхазии также постоянно мониторили эпидемиологическую ситуацию. Сегодня можно сказать, что наш туризм переживает второе рождение, но уже в новых экономических условиях. Государство уделяет большое внимание развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного туризма, экологическому туризму, индустрии гостеприимства и детскому туризму. Мы весьма заинтересованы в развитии сотрудничества с представителями туристической индустрии Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. А для этого нам необходимо создать благоприятные условия для здоровой и честной конкуренции, обмена опытом, технологиям инвестирования и продвижения интеграционных процессов. Убеждена, что выработанные на форуме рекомендации и заключенные в его рамках соглашениях послужат укреплению международного партнерства. Абхазия всегда была одним из самых традиционных и надежных мест отдыха для российских туристов. Отношения между нашими странами в сфере туризма долговечны и имеют богатую перспективу. При этом мы стремимся обеспечить лучшие условия для российских туристов и утвердить позиции Абхазии в этой отрасли. Безусловно, нам необходимо обновлять существующую инфраструктуру, без которой невозможны путешествия. Здесь очень важно появление новых маршрутов и строительство новых гостиниц. В этом плане весьма перспективным, на наш взгляд, является восточная часть Абхазии. Туризм должен развиваться в совокупности с сельским хозяйством. Нам крайне необходимо поднять уровень туристического обслуживания, потому что любой прагматичный человек знает, что качество приема туристов – это залог успешного сезона. Свыше сотни лет Абхазия является излюбленным местом отдыха россиян. Со времен первого прибытия принца Александра Петровича Альденбургского на пароходе с названием «Ледокол» в Гагру в 1901 году началась курортная история Абхазии. В советское время Абхазия – любимое место отдыха и обычных граждан, и партийной, и советской номенклатуры. Сейчас свыше 1 миллиона человек в год посещают страну. У многих Абхазия вызывает приятные ассоциации с детскими поездками, когда семья проводила в Абхазии свой отпуск. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
знаменитое выражение древнеримского поэта Овидия, применимое и к нам. Современный турист стал более требовательный, более подготовленный. И люди поездили по миру, посмотрели, как организовано все на популярных курортах мира, в Азии, в Америке, в Европе. И теперь уже выбирая для себя направление для поездки, требует такой же уровень сервиса. И они правы. Турист должен за свои деньги получить то, что он хочет. И мы же должны ему все это обеспечить. Качество, сервис и безопасность. В конце своего выступления я хотел бы вручить макет карты гостеприимства Абхазии, Мандарин Go Абхазия под номером 1. Об этом проекте и карте мы уже будем очень много говорить на форуме, это одна из основных тем. Я уверен, что карта Мандарин в этом сезоне уже принесет много пользы как своим владельцам, так и туристическому сектору Абхазии. Позвольте вручить карту под номером 1 Аслану Георгиевичу. Аслан Георгиевич, спасибо большое. Спасибо большое за то, что вот эта встреча сегодня в течение этого времени для вас была так важна. Если бы вы знали, как для нас она была важна. Это не только наше желание, но это наша и возможность в том числе, потому что вы к этому относитесь так, как мы хотели бы это видеть. А вы, как руководитель республики, уж теперь точно, увидев и услышав все, знаете, да еще и узнаете, журналисты напомнят, если что. Спасибо за то, что вы были с нами. Ваше превосходительство, спасибо большое за то, что вы почтили нас своим присутствием. Спасибо всем, кто приветствовал наших гостей. Спасибо за душевность этой встречи. Благодарю.